приветствует Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Свой 30-й юбилейный сезон симфонический коллектив, в составе которого блистательные мастера, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, проводит выступлениями в замечательных лучших концертных залах России, нашей республики, и приглашением солистов с мировым амплуа. Сегодня впервые в Уфе Вадим Пальмов, известный российский пианист, выпускник Ленинградской консерватории, в классе выдающегося музыканта профессора Натана Перельмана, кстати, ученика Генриха Нейгауза. Ему удалось не только блестяще закончить консерваторию в его классе, но и провести с ним в близком общении около 20 лет. Восприняты в стенах консерватории высшие исполнительские достижения своего учителя, произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена не остановили музыканта в поиске собственного исполнительского образа. Пианист обращается и к сочинениям более позднего периода, включая наши дни в репертуаре Вадима Пальмова. Произведения авторов около 50, 20 и 21 столетий, в том числе редко исполняемые сочинения Стравинского, Масолова, Бернстайна, Вилла-Лобоса, Гульды и других композиторов. Вадим Пальмов многие годы выступает сольно и в составе фортепианного дуэта с композитором, пианистом Вадимом Биберганом и сыном лауреата международных конкурсов Игорем Пальмовым. В сотрудничестве с российским дирижером Равилем Мартыновым он исполнил все 5 фортепианных концертов Людвига ван Бетховена. 2000-е годы стали для Вадима Игоревича и временем литературной работы. Он пишет статьи, книги, делает переложения для фортепиано соло и в 4 руки. Свой исполнительский опыт он передает для студентов Института музыки, театра и хореографии в Санкт-Петербурге и в Высшей школе музыки немецкого Карлсруэ. Пресса восторженно отзывается о манере игры музыканта. Пальмов смел, он доказывает своим искусством цельность художественного сознания композитора, умея лаконично выразить его душу. Вадим Пальмов перенял от своего наставника, профессора Натана Перельмана, благородство и красочность тона, владение разной стилистикой, осмысленность и погружение в образную сферу произведения, сценическую выдержку, все, из чего складывается высокий профессионализм. В его пианизме живой блеск, острый метрический ритм и изящная виртуозность. Сегодня Вадим Пальмов, лауреат международного конкурса современной музыки в Мюнхене, профессор фортепиано, представляет произведения композиторов эпохи романтизма, сочинения Иоганна Себастьяна Баха в собственном переложении, а также редко звучащие произведения Эйтера Вилла-Лобоса и Фридриха Гульды. Дамы и господа, просим вас на время программы перевести ваши телефоны в беззвучный режим. Иоганн Себастьян Бах, ария ре мажор в свободном переложении Вадима Пальмова. На сцене Вадим Пальмов, Санкт-Петербург. Первое исполнение в Уфе.
Фредерик Шопен. Три мазурки. Сочинение 34, номер 2, ля минор. Сочинение 30, номер 4, до диез минор. Сочинение 7, номер 1, си бемоль мажор.
Фредерик Шопен. Полонез ми бемоль минор. Сочинение 26, номер 2.
Феликс Мендельсон Бартольди. Песни без слов. Фа диез минор, сочинение 67. Песня за прялкой. До мажор, сочинение 67. На сцене Вадим Пальмов.
Эйтер Виллалобос. 4 пьесы из цикла «Сиранды», «Хороводы», «Маленькая святая Тереза», «Графиня», «Несчастная слепая», «Художник из Канаи».
Фридриха Гульда. 2 пьесы из цикла «10 упражнений для фортепиано».
русской земли Валерия Гаврилина. Называется «Частушка». Когда-то эта музыка звучала в спектакле «Три мешка сорной пшеницы» в Большом драматическом театре в Ленинграде, Петербурге, в постановке Георгия Александровича Товстоногова. Может быть, кто-то узнает эту мелодию. Дамы и господа, закончилось первое отделение камерного концерта.
В антракте вы можете приобрести билеты на майские программы Национального симфонического оркестра Башкортостана, которые пройдут в рамках фестиваля к 30-летию коллектива. При покупке билетов на 3 концерта действует скидка 20% только в кассе оркестра. Объявляется антракт. Композитор Сергей Прокофьев в своих сочинениях почти никогда не обращался к фольклору. Увертюра на еврейские темы. Одно из редких исключений, которое появилось благодаря случаю. Вот что сообщал Прокофьев в своей автобиографии. Осенью 1919 года еврейский ансамбль «Земро» прибыл в Америку. Он состоял из струнного квартета, кларнета, фортепиано, и все они были моими сокурсниками по Петербургской консерватории. Они попросили меня написать увертюру для секстета и дали мне тетрадь еврейских тем. Я сначала отказался на том основании, что использую только собственный музыкальный материал. Тетрадь, однако, оставалась у меня, и, пересматривая ее однажды вечером, я выбрал несколько понравившихся тем и начал импровизировать на фортепиано. Вскоре я заметил, что появляются хорошо слаженные друг с другом пассажи. Я потратил весь следующий день, работая над темами, и к вечеру увертюра была готова. Искусное сочетание еврейских тем, подвижной, танцевальной, лирической, обещало увертюре громкий успех. Хотя поначалу сам автор скромничал, считал произведение, написанное между делом, и даже не хотел присваивать опус. Однако после премьеры в Нью-Йорке в 1920 году, где партию фортепиано исполнил сам Прокофьев, и в Москве в 1923, композитору ничего не оставалось, как признать успех своего детища. Сергей Прокофьев. Увертюра на еврейские темы «До минор» для камерного ансамбля «Опус 34». Исполняют Вадим Пальмов, фортепиано. Заслуженный артист Республики Башкортостан, солист программы Московской государственной академической филармонии Артур Назиуллин, кларнет. Лауреат международных конкурсов Анна Козловская, первая скрипка. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат международного конкурса Светлана Воронина, вторая скрипка. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Айгуль Муратова, альт. Лауреат республиканских конкурсов Лира Неизгулова, виолончель.
Так случилось, что в один год, 1811, композитор Карл Мария фон Вебер работал сразу над несколькими произведениями для кларнета. Среди них квинтет для кларнета и струнных опус 34. Создание этого произведения было связано с именем лучшего кларнетиста той эпохи, солиста придворной капеллы и друга Вебера Генриха Йозефа Бермана. Сочинение квинтета, однако, продлилось до 1815 года, хотя первые три части Берман исполнил уже в 1813. Подолгу общаясь с композитором, Берман раскрыл ему секреты игры на кларнете, познакомил с техническими характеристиками, регистрами и, конечно же, стал первым исполнителем опуса, премьера которого с блестящим успехом прошла жарким вечером августа 1815 года в Мюнхене. Карл Мария фон Вебер. Квинтет для кларнета и струнного квартета си-бемоль-мажор, опус 34 в 4 частях.
Дорогие друзья, на этом камерный концерт окончен. Мы благодарим за внимание и приглашаем вас 9, 16 и 26 мая на новые встречи с госоркестром, которые пройдут в рамках фестиваля к 30-летию коллектива. Все дни фестиваля за дирижерским пультом главный дирижер оркестра, заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков. Всего доброго, до новых встреч!